Празднование Нового года является народным и государственным праздником, цель которого – отметить окончание очередного календарного года. Как известно, мусульманам запрещено отмечать языческие праздники. Однако празднование Нового года таковым не является. При правильном отношении к новогодним выходным эти дни могут стать очень хорошей возможностью для пополнения своего личного дела пред Всевышним. В момент перехода из одного года в другой необходимо постараться проанализировать пройденный путь. Мы оставляем позади целый год. Это 12 месяцев, 365 дней. Поступки, совершенные за этот период, могут быть либо за, либо против нас. И пока душа в теле, можно многое успеть изменить и исправить. Оглянувшись назад, мусульманин должен спросить себя, что я сделал за это время. Был ли я полезен для своей уммы? Смог ли выполнить предписание своего Создателя? Человек должен успеть задать себе эти вопросы прежде, чем это право перейдет другому, когда уже не будет возможности что-то изменить в своей жизни. Известный хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, гласит: «Проницательный среди вас тот, кто судит себя, умеет давать себе отчет и трудится, готовясь к тому, что ждет его после смерти. Слабый же, немощный – это тот, кто идет на поводу своих прихотей, капризов и тешит себя лишь мечтами, не пытаясь что-либо делать, чтобы их достичь». Встреча Нового года должна стать поводом пролистать страницы прошлого, проанализировать пройденный этап и определить новые, правильные цели и задачи. Это время должно стать временем осмысления самого себя. Новый год для мусульманина не может быть временем шумных и бессмысленных застолий, когда зачастую люди воспевают спиртные напитки, ведут себя неподобающим образом. Однако нет запрета в эти дни встречаться со своими родственниками. Если в семье есть некая традиция организовывать совместный ужин и дарить друг другу подарки, то не нужно это отвергать. Наша религия – это религия мира, любви и милосердия. Распространение любви является неотъемлемой ее частью, а подарки – одним из его средств. Дарение подарков является сунной нашего любимого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В хадисе сказано: «Дарите подарки, и между вами будут укрепляться чувства любви, уважения друг к другу». Современный темп жизни очень часто мешает нам проявлять свои чувства. Если люди преследуют цель в эти выходные собрать родственников, пожелать чего-то доброго и воодушевляющего, подарить друг другу подарки, то их дела будут оцениваться по намерениям. А поздравление человека с Новым годом указывает на проявленное внимание к ближнему и пожелание ему добра в новом по григорианскому календарю году. Ислам не порицает активный отдых, подарки, встречи с родственниками, однако все это должно происходить в рамках шариата. Для детей новогодние праздники – это также особое время, когда взрослые уделяют им больше внимания, дарят им подарки, вкусности, проводят вместе время, то есть окружают их своим вниманием и заботой больше, чем в обычные дни. Дети мусульман не должны отличаться от других дикостью или отрешенностью. Они должны выделяться своей праведностью, хорошим нравом, поведением, отношением олицетворять собой достойных личностей. А чтобы с малых лет воспитать в детях любовь к мусульманским праздникам, родителям необходимо проводить их так же весело, как и многие немусульмане празднуют Новый год, чтобы формировать у наших детей правильные ассоциации и впечатления.